В 2025-2027 годах в Джейрахском районе начнется строительство глэмпингов. В рамках реализации мероприятий нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство» предприниматели смогут получить субсидии на эти цели. Речь идет о быстровозводимых конструкциях заводского производства или глэмпингах, оборудованных для круглогодичного, комфортного и безопасного пребывания туристов. Объявлен прием заявок на конкурсный отбор для предоставления субсидий. Инвесторам предстоит построить мини-отели в горной турзоне, подвести к ним воду и электричество, а также благоустроить прилегающие территории. В Сунже идут работы по асфальтированию улицы Плиева. В настоящее время дорожники занимаются снятием верхнего слоя асфальта и подготовкой основания для укладки нового покрытия. Общая протяженность дороги составляет 2 километра 300 метров. На место строительных работ выехал глава города Аслан Умаров и его заместитель Халид Беков. Умаров отметил, что люди долгое время жаловались на покрытие и просили благоустроить дорогу. Помимо качественного покрытия дороги, для пешеходов будет проложен тротуар. В Ингушском госуниверситете прошло совещание, в рамках которого обсуждалось создание отделения Российского исторического общества в Ингушетии. Как сообщили в пресс-службе вуза, к настоящему времени уже сформирована инициативная группа, в состав которой вошли ученые и специалисты, занимающиеся вопросом отечественной истории и краеведения. Агропредприятия и индивидуальные предприниматели смогут вернуть часть средств, потраченных ими на строительство или покупку жилья для преподавателей аграрных вузов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Правило будет распространяться на вузы, находящиеся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора. При этом преподаватели, снимающие такое жилье, смогут выкупить его в собственность после 5 лет работы в агровузе по цене, не превышающей 20% расчетной стоимости, а после 10 лет работы за 1% расчетной стоимости. Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю увеличилась в России на 7,9%, а число госпитализаций на 10%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах России, заболеваемости в 60 регионах страны. По данным штаба, за неделю выздоровели около 14 тысяч человек, зараженных ковидом, что на 8% меньше по сравнению с показателем недели ранее. 37 человек умерли. Граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал Госуслуги. Эксперимент могут ввести уже с 1 февраля по 5 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе Минстроя России. В рамках эксперимента поставщики услуг ЖКХ смогут обратиться в ГИС ЖКХ и передать информацию о просроченных задолженностях. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд. После этого собранные документы в электронном виде будут направляться в систему ГАС правосудия, где содержится информация о судебных делопроизводствах. Отныне подарить другому, даже родному и близкому человеку, недвижимость можно только через нотариуса. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс вступили в силу 13 января. Ранее можно было подарить недвижимость по обычному письменному договору и зарегистрировать переход права собственности к новому владельцу в МФЦ или через госуслуги. После вступления изменений в силу договор дарения недвижимости можно будет оформить только у нотариуса. Нужно будет заплатить не только государственную пошлину за регистрацию права собственности, но и оплатить нотариальные услуги.